многих стран мира и многочисленные неправительственные организации выступили с совместным заявлением для прессы против китайской пропаганды, вводящей в заблуждение исламский мир в вопросе Восточного Туркестана. Делегация из 30 человек, приглашенная Китаем из 14 различных мусульманских стран, посетила Восточный Туркестан на прошлой неделе. Международная ассоциация неправительственных организаций Восточного Туркестана и многочисленные организации исламского мира выступили с совместным заявлением для прессы о состоявшемся визите и зверствах Китая в Восточном Туркестане. Лица, выбранные специально китайскими властями, чтобы донести свои аргументы до исламского мира, после визита сделали заявление, скрывающее зверства в регионе. В пресс-релизе, опубликованном в Китае и за рубежом, более 30 неправительственных организаций, работающих на национальном и международном уровнях, а также многочисленные организации, выступающие в качестве ученых, оказали поддержку Пекину. Согласно сообщениям французской прессы, 13 января находящийся в Шанхае корреспондент газеты France International Саймон Леплатер в своем посте показал, что китайские системы видеонаблюдения доминируют на мировом рынке почти 15 лет. При этом Китай, не колеблясь, предоставил оборудование для наблюдения самым жестоким репрессивным диктатором. В 2014 году сообщалось, что президент Уганды приобрел 20 камер видеонаблюдения стоимостью $750 тысяч, оснащенных технологией распознавания лиц. Все эти камеры поставляются китайской компании Huawei. Военное правительство Мьянмы оказалось еще одной авторитарной страной, которая закупила большое количество оборудования для наблюдения у Китая. Сообщается, что число пациентов с COVID-19 в критическом состоянии превысило 100 тысяч в Китае, где ограничения в связи с пандемией были сняты в начале прошлого месяца. Чао Яхуи, глава Бюро медицинского администрирования Национальной комиссии здравоохранения, заявил, что число тяжелобольных пациентов достигло наивысшего уровня 128 тысяч человек 5 января и около 105 тысяч человек 12 января. Премьер-министр Японии Кишида Фумио заявил, что на саммите лидеров G7, который состоится в Хиросиме, намерен изложить японское видение мира без ядерного оружия. Премьер-министр Кишида сообщил об этом на пресс-конференции в США, на которой он также обсудил двусторонние региональные отношения с лидерами Франции, Италии, Великобритании, Канады и США во время персональных встреч. Китай отправил в космос 2 спутника наблюдения Земли класса Шиян, которые разработаны для научных экспериментов и подробных наземных наблюдений, а также военный разведывательный спутник класса Яогань. Кроме того, 14 спутников, включая спутники наблюдения Земли Чилу-2 и Чилу-3, были запущены из спутникового центра Тайюэнь в провинции Шэньси ракетой Long March 2D. Узбекская пресса предположила, что Россия предложила Узбекистану передать газотранспортную систему страны «Газпрому». В новостях утверждалось, что российская сторона предложила поставлять российский газ в Узбекистан по газопроводу «Центральная Азия», проходящему через Казахстан. В обмен на это Россия потребовала от Узбекистана передачи «Газпрому» права собственности на газотранспортную систему страны и прав Узбекистана на экспорт газа в Китай.